Вся страна большая психиатрическая клиника. Сейчас практически, наверное, в России нет ни одного человека, который бы не страдал той или иной формой депрессии. Нормальными, скорее всего, остается малое количество людей, психически нормальными. Да? Это те люди, которые трезво мыслят, которые все понимают и спасают свое психическое здоровье тем, что они ушли во внутреннюю миграцию. Как следствие этой войны, это экономические трудности, это низкий уровень жизни, это натуральная бедность. Да? Республика Саха, по сути, сегодня банкрот. В этих условиях остаться психически здоровым нормальному человеку очень сложно. Люди живут в постоянной нужде. Люди живут без перспектив, люди живут без поддержки. И это все создает среду, где происходят эмоциональные срывы, где происходит жестокость такая неимоверная, где насилие становится вообще нормой. Самое печальное во всем этом, вообще это как следствие, да, государство даже не делает вид, что ему интересно вообще, что это его касается. Власти важнее рассказать про внешних врагов, про НАТО и про Украину, да, чем замечать, что происходит внутри. Деградация общества, да, которую они же и ускоряют своими этими рассказами про внешних врагов. Это не закончится, пока у власти находится Путин и пока у власти находятся все те, кого Путин назначил на места.